1632 году на правом берегу реки Лены основан Ленский острог. С этого времени прошло 390 лет, и народы Якутского края вместе с Россией прошли трудный, но славный путь. Переломным моментом в судьбе народов России стало начало 20-го столетия. Произошли февральская и октябрьская революции. Проснулись от векового сна народные массы. Народы России вступили на путь социалистического переустройства общества. Вместе с другими народами Якутия влилась в этот бурный поток. Это непростое время породило новых героев. Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Исидор Никифорович Барахов, Степан Максимович Аржаков, Степан Васильевич Васильев стояли у истоков государственности Якутии. Они служили Родине, безгранично любили свой народ и верили в его счастливое будущее. Внимание! Звучат гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Слово предоставляется председателю Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия Алексею Ильичу Еремееву. Уаставаллах Максим Владимирович, күнді бүгінгі үйіріләқ торжественное мероприятие кыттылақтара.
Уважаемый Максим Владимирович, дорогие участники торжественного мероприятия, посвященного 125-летию со дня рождения великого сына народа Саха Максима Кировича Амосова, разрешите вас искренне, от всей души, от имени Илдархана нашей республики Арсения Сергеевича Николаева, от имени руководства республики поздравить с этим знаменательным событием. Очень символично, что в год столетия нашей любимой, родной республики мы завершаем таким мероприятием день в день 125-летнего юбилея основателя нашей автономии Максима Кировича Амосова. Он был действительно выдающимся сыном якутского народа. Он останется таким же в памяти его современников, нас и наших будущих поколений. Вы знаете, что 16 февраля 1922 году было принято постановление в ЦИК РСФСР об образовании Якутской автономной советской социалистической республики. И он был единственным якутянином, который вошел в состав Организационного комитета по образованию нашей республики. В очень короткое время, когда в нашей стране полыхала еще гражданская война, до 27 апреля эта комиссия проделала огромную работу. Принять постановление – это одно, но нужно было определить границы, административно-территориальное устройство, определить, какие органы государственной власти здесь будут работать. И все это отстаивал один там наш Максим Кирович Амосов. Самое сложное в этом было отстоять нашу территорию и наши границы практически современной Якутии. Мы стали, благодаря его деятельности, самым крупным субъектом Российской Федерации, которая занимает 5-ю часть нашей великой страны. Именно Максим Кирович отстоял все это, потому что мы были во времена Российской империи не отдельной губернией, мы были в составе Иркутской губернии. И эту тяжелейшую работу он сделал благодаря своим соратникам, прежде всего Платону Алексеевичу Аюнскому, Сидору Никифоровичу Барахову, Степану Максимовичу Аржакову, Степану Васильевичу Васильеву и другим, которые были рядом с ними. Мы, современное поколение, гордимся их именами, будем всегда их чтить и уважать, и помнить, потому что они заложили основу развития нашей современной Якутии. Я искренне от имени земляков, многочисленных, которые присутствуют здесь, Максима Кировича Амосова, благодарю нашего Илдархана Арсения Сергеевича за то, что он принял принципиальное решение провести асфальтовую дорогу до его родины села Хатырык Намского улуса к этому юбилею. Искренне благодарю его за то принципиальное решение, что вековая мечта его земляков, строительство Дворца культуры имени Максима Кировича Амосова состоялось, и его открытие будет 25 декабря этого года. Совсем недавно, 14 декабря, мы приняли историческое постановление Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, где определены основные приоритеты развития нашей республики. Российская Федерация всегда поддерживала и поддерживает наши республики. Я не устаю повторять, что именно великий русский народ дал государственность якутскому народу. Я не устаю повторять, что именно в Российской Федерации может развиваться родная культура, традиция, язык и так далее. И наша
Современность и вот то постановление, о котором я говорю, является подтверждением этому. Вошло в федеральный закон о государственном бюджете на 2025 год отдельная строка о строительстве нашего Ленского моста, инфекционной больницы в городе Якутске, отдельных корпусов Северо-Восточного федерального университета, 6 общеобразовательных школ, 4 школ-садов и так далее, и так далее, и так далее. Думаю, что это нам дает основу и надежду на то, что жизнь нашей республики будет развиваться, а условия для наших граждан улучшаться. Желаю вам в этот знаменательный юбилейный день крепкого здоровья, мира, счастья. С наступающим вас новым 2023 годом. Беги улу республика бітігер, онна улу олугар Максим Кирович Амохапка, хакалы, уруй! 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 Слово предоставляется ректору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, народному депутату Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Анатолию Николаевичу Николаеву. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, друзья, коллеги, студенты, гости, от имени Северо-Восточного федерального университета, от имени всех сотрудников, от имени всех студентов, выпускников, поздравляю всех нас со 125-летием Максима Кировича Аммосова. Нам, Федеральному университету, действительно очень почетно носить высоко имя этого одного из ярчайших сыновей якутского народа Максима Кировича. Еще раз всех с юбилеем, со 125-летием нашего Максима Кировича. Спасибо. В целях увековечения памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Максима Кировича Аммосова в Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Аммосова проведен общеуниверситетский конкурс на присуждение премии «Аммосов-2022». Премия учреждена для поддержки талантливых и инициативных студентов, имеющих высокие достижения в сфере науки, спорта, олимпиадной, культурно-творческой, общественной и волонтерской деятельности в 2022 году. За выдающиеся достижения в научно-исследовательской деятельности премией Аммосов награждается Муксунов Никита Янович, магистрант 2-го года обучения физико-технического института. Муксунов Никита – многократный дипломант всероссийских и международных конкурсов научно-исследовательских работ в области технических и физико-математических наук. За отличную учебу и результативное участие во всероссийских и международных олимпиадах премией Аммосов награждается Литвинцева Саина Степановна, студентка 3-го курса медицинского института. Литвинцева Саина – победитель международных студенческих олимпиад по направлению медицина и здравоохранение, призер Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал» по профилю «Экология». За выдающиеся достижения в области студенческого спорта премией Аммосов награждается Винокурова Даяна Егоровна, студентка 2-го курса Института физической культуры и спорта. Винокурова Даяна – победитель и призер всероссийских и международных чемпионатов по стрельбе из лука. За выдающиеся достижения в области культуры и искусства премией Аммосов награждается Колесова Юлия Игоревна, студентка 5-го курса Института психологии.
Колесова Юлия, дипломант международных конкурсов фестивалей, обладатель специальной номинации Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». За выдающиеся заслуги в области волонтерской деятельности премией Аммосов награждается Уваровский Аркадий Иванович, магистрант первого года обучения Института естественных наук. Уваровский Аркадий – активный участник волонтерского движения всероссийского уровня, организатор добровольческих акций в помощь пожилым гражданам города Якутска. За значительный вклад в развитие студенческого общественного движения премией Аммосов награждается Макеев Сергей Михайлович, студент 4-го курса исторического факультета. Макеев Сергей – организатор республиканских и молодежных социально значимых мероприятий, волонтер по оказанию помощи пострадавшим жителям на территории Украины в городе Мариуполь. Слово предоставляется внуку выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Максима Кировича Аммосова, кандидату физико-математических наук Максиму Владимировичу Аммосову. Здравствуйте, дорогие земляки моего дедушки Максима Кировича Аммосова. От всего сердца и от имени всех родных Максима Кировича поздравляем вас с этой замечательной датой. 125 лет со дня рождения Максима Кировича Аммосова. Поздравляю вас. Хочу вам сказать, что Максим Кирович – это выдающаяся личность, которая для меня лично является примером во многих направлениях. Известно, что он был очень разносторонне развитый человек, он знал множество языков, пел, он интересовался наукой, заложил основы экономики, прекрасный организатор, прекрасный оратор, у него масса талантов. И, к сожалению, он был репрессирован, но даже несмотря на такой печальный конец своей жизни, его супруга Раиса Израильевна смогла поднять, вырастить 3 дочерей, дать им прекрасное образование, несмотря на то, что получила статус «жена врага народа». И все 3 дочери его – кандидаты наук. Айлита – кандидат экономических наук, Яна Максимовна – кандидат биологических, Лена Максимовна, моя мама, она кандидат технических наук. Они все уже ушли. Но это были замечательные мои родные, которыми я горжусь. Их мужья, у Элиты не было мужа, у Яны Максимовны муж, мой дядя Юра, горячо любимый мною, он Юрий Георгиевич Красников, он профессор, доктор физмат-наук, был проректором Московского физико-технического института. Мой отец Владимир Михайлович Гольберг, тоже профессор, доктор химических наук. Вот он из всей этого поколения единственный, кто живой. Передает вам большой привет и поздравления. Слава Богу за него. 85 лет ему в этом году уже. Но он работает еще, так что, видите, такое поколение закаленное. Если говорить о следующем поколении, то вот дочка Яна Максимовна, тоже внучка, моя двоюродная сестра, она с мужем живет во Франции, она также кандидат наук. Ее дети разбросаны, дочка в Англии, сын в Швейцарии, уже это, значит, 4-е поколение, есть и 5-е, у нее есть внуки, у моей двоюродной сестры, это 5-е поколение от Максима Кировича. Если говорить о моем родном брате Михаиле, то он сейчас живет в Москве, его младшая дочь, она сейчас в Израиле, она журналист, старшая дочь здесь, в Москве пока, и у нее есть сын, ему дали также фамилию Аммосов, вот Илья Аммосов, уже 5-е поколение после Максима Кировича. У меня 2 дочери, тоже есть 2 внука, внук и внучка,
И вот этим летом мы приезжали тоже в 3 поколения. Приезжал на Исаах юбилейный, был я, была Мария, супруга моего брата Михаила, была их дочь Людмила и мой внук Лев. Вот наши родные, он сейчас ученик 7 класса, вот, внучка меньше, она в начальной школе. Так что вот семья так разбросана, но все мы получили вот такой запал от Максима Кировича, от Раисы Израильны, запал к образованию, запал к тому, чтобы иметь широту интересов. Конечно, Максим Кирович недостижим в этом плане, он выдающийся человек, уникальный, но мы стараемся держаться этого. И так радостно видеть, что в год столетия республики основная мечта Максима Кировича сбывается, чтобы видеть Якутию развивающейся, растущей. Слава Богу за вас, дорогие земляки Максима Кировича. И я еще раз вас поздравляю, благодарю за то, что вы помните моего деда. Для меня это очень ценно. Благодарю и руководство, и весь народ Якутии. Так держать, не забывайте. Всего хорошего, с праздником. Слово предоставляется студентке 3-го курса Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, победителю международных и всероссийских студенческих олимпиад Саине Степановне Литвинцевой. Северо-Восточный федеральный университет с гордостью носит имя Максима Кировича Аммосова, выдающегося государственного и политического деятеля нашей республики. СУФУ не только обладает долгой и славной историей, но и обладает все основания, чтобы смотреть в будущее. Максим Кирович Аммосов, будучи ярким представителем своего поколения, внес неоценимый вклад в развитие Якутии. И мы, студенческая молодежь Якутии, приложим все усилия, чтобы быть достойным поколением, которыми творить историю нашей республики и страны. В заключении, обращаясь к молодежи, пожелаю увлекательной учебы и ответственности, силы и усилия. Начинаем массовое театрализованное представление, посвященное 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, столетию образования Якутской АССР и 125-летию со дня рождения Максима Кировича Аммосова «Дорогой яркого Максима». Сахасире Россия составыгар кирбите 309 сылыгар. Автономиялықтан мұта 100 сылыгар. Максим Аммосов төрөбіте 105 сылыгар аналлах, чағыл қай Максим солунан театрализованнай жүхүйіні сағалыбыт. Зимними вечерами маленький Максим старательно всматривался в темное звездное небо. Долго не отрывал взгляд от серебристого лика луны. Максим часто бывал во власти безудержной фантазии и героики народного эпоса Олонхо, Эр-Согото и Нюргунботу в исполнении Аланхасута Афанасия Сивцева «Джибе Бытык». Он шумно проносился верхом на палке, воображая себя сильнейшим богатырем Олонхо, громящим злые силы на земле. Былыргы бұдан жылларға бір бұлтут кеге
таяға әккерді сылтсан мұнан қал. Онна солыз болан үйәһә қаллаңы көтен тақсыбын. Ол ең тымнайттағына, онна қараңардағына, кені атын бұлтшыттарға солларын ұян берәрі, ота күйірәрі бен. Онтон bir бұлтшыт таяға әккерден қаллаңы сырсан тақсыбын. Кені қаярын сола ол көстір. Ол араңыз солыз. Ити үргел. Арай мен олонға бұқадыр әбідім болар. Аба аймағын емере емеді. Онна солыстардан солыстарға көте сылжамады. Кто бы знал, что 125 лет назад, именно в этот день, с наступлением суровых зимних холодов, родится мальчик с сильным и непоколебимым характером, который стал путеводной звездой для всего якутского народа. Алыптах да боллаға, будулуяр туманға, қараңа халлаңа, бачыгыра солустары дулу. Дол бутулах да боллаға, ураты жекті қылғақтақ, жибе бытык олон қотын бұқатыра, қараңаны халбарытан, кыян қотон, бар жонугар төннүйті. Ақтылғаннақ да боллаға, Күлімірді оңюр, қа сүрәқтер сүйрігірер тыстара, атчығый ары. Белая птица, белый лебедь. В легендах и сказаниях многих народов он несет сакральный смысл, символизирует чистоту и благость. С давних времен якуты почитали лебедей, а их клики с небес считались гласом божеств, услышав который, молодым женщинам полагалось облачаться в специальные обрядовые одеяния – тангалайсон. У удыгейского рода, присоединившегося к намскому роду во времена правления Тыгына, тотемом-покровителем и прародительницей рода, божественной птицей считался белый лебедь. С тех пор весь намский улус боготворит и поклоняется лебедю. Үеттен арчылыр аналлах, конкунур поластах кубакыл ытык көтөрүдөх. Эңсили кошотугар нелехиет элкеммит, нам сирин катырык нехилиеге. Үрүмедей бет үйт көллери дэх, кампан угай оттордох, атчыгый ары. Чагыл кай максым, кийине түспүт сире.
Саха кихите, орто туру дойдуга, оңохуллубут оңохум собу курдук ден, корогор мостагын кону муңунан коргоппут эбит, сыспай селләген, сыхы айы сырсыхыннар пытебит, кара тыаттан болтан алтан, ар айыларыгар сүгүрүйен, ытыгитчелериттен көрдөһөн, төлкөлө огологу төрүттен, кихи сүүхү төрдө буолан, олорон тийен келлага. Чағылыя оңнур, аламағай маңан күн. Күрегей чирейер, челкейер көқсаз. Локора көқ оттоқ толоман толон. Көқ от кырыстақ күнді қону. Тоймардар сыттақ сол комудукча. Көнеға оңнур дебілер көллер. Ат көліліқ аңаттар аластар. Сырғалақ оғыстақ сыйылар сыйлар. Аңарыя устар ар түпті. Кытыста угуяр көмілік оғық. Доллоғыта кутуллар улу олонқо. Сақалы ойылған тойық. Сыйыллар көмістәқ дұрқо. Жолко, сырдыққа жолуғу туғыда. Туппут олоғу уруйтур тускута. В 20 век Якутия вступила как захолустная окраина империи. Основными занятиями населения являлись скотоводство, охотничий промысел, рыболовство, хлебопашество. В дореволюционной Якутии получить даже начальное образование было очень сложно. На всю Якутскую область в 1909 году насчитывалось всего 87 учителей, а грамотными были 2% населения. Как заметил великий Эксекуляр, слепых было больше, чем грамотных. Быйыл Жокускай областағы жағалтатыттан икки оны үйераққа үтәргі сорук кәлбетін қайдақ бұхардығыт. Кими үтәр болдығыт? Аппанын әлеген кенәхін кірі ола ора коппай барар. Икки суал қатын арын әлегеттен ұйбаныптыр оллары барықтағатада барбапын ден батан кебеспеді. Кими үтәр бұтын білбәк олары бұд. Мен үйерін яқпын бағарабын. Мен үйерәппеді олбын Максима мұхабығытын, қатырық нәхілегітті. Бұйыл намға бір класстақ училищені бітерді. Үйераққа үрдіғ, жоғырдақ оға. Үйерен еға. Кім оғытой? Мен олым. Кира мұхаптен мен қатырық нәхілегітті ғаджабын. Ол тоғы үптәғастақ болан қайда үйреттәрәрі сананан тұрағын. Абағабыт мейтере мұхап көмілі үйе. Кені иппет ола бұ. Кемеде үтер соқ болдағына бардын. Берт сұты сірейді қарақтақ оғы өбет. Экзаменлерген туттарарға кытатар. Неожиданное счастье выпало на долю сына якутского скотовода. Юный Максим продолжил начальное образование. Его глубокое и страстное желание учиться, твердое намерение совершенствовать свои знания стало исполняться. Олым Максим кытат, үйерен, дойдуғар тухалақ кейі бол. Кыра ол Максим атчығы ярыттан, аян солын тутар күнігер үйеренен сайдан. Кейберді болан кыра жоңыр кыханар дебіт, бар жонын алгыға аспаттық сүрәғар еңмете, олығын солын тосқолын ұйпыда.
после окончания городского училища в 1914 году, успешно сдав приемные экзамены, Максим был зачислен в учительскую семинарию. Вокруг него завертелся калейдоскоп новых лиц, знакомств, интересов. Көбір күрдік көбірін қар толон юрын туналытан тупсырда, сырыйгыр сыхар зағырда. Ыпырас, сыпсырдық, көбірін қар күн отығыр күлімірден көнне. Сөрін салғын сүрағы сүрік кетті, тымны салғын тыны оатта. Оға аймақ оня қолу онян, он кутун одулата. Среди семинаристской массы выделялся выдающимися способностями и незаурядной индивидуальностью сын намского якута Максим Аммосов. Это был энергичный, увлекающийся, живым темпераментом юноша. В семинарии Максим много читал. Его взгляды формировались под благотворным влиянием гуманистической русской литературы и науки. Он с упоением поглощает книгу за книгой. Любимыми его писателями становятся Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Толстой, Чехов. Максим исключительно высоко ценил Пушкина, как национального поэта с чисто национальными взглядами. Амосов проникся горячим сочувствием и симпатией к бедным угнетенным массам. При этом он усвоил, что жизнь – это борьба, преследующая цель, которая достигается только активной деятельностью. Юный Максим вкладывал свои мысли и чувства в свои сочинения. Труд кормит, а лень портит. Труд во всех отношениях благотворно влияет на человека, укреплять его организм, развивать его физические силы и умственные способности. Труженик приносит пользу и славу тому обществу, среди которого трудится. Например, великий русский ученый Михаил Ломоносов учил русский народ и сам упорно занимался наукой, чтобы дать образование своему народу, словом для блага Отечества. Максим Амосов и Рая Цугель впервые увидели друг друга на занятиях нелегального кружка, и с этого момента их жизни оказались неразрывно связаны. Их чувства были подкреплены общими убеждениями, стремлениями и мечтами. Керелире сегерем, кехтибиттир кемелчи, кебихиллер кеме. Келәхтәді көрді, көрері, көмүйім. Көлбіғір бүт көгіс көтчі яқтир күннері, көннілері көрді. Алайдыра атағым, ары чырың айытын, арағын айсан алақтыр, айқаллақтан әрелер. Так любить, чтоб замирало сердце, чтобы каждый вздох, как в первый раз, чтоб душою только отогреться у огня любимых, милых глаз. Так любить, чтоб каждое желание воплощалось в жизнь и их не счесть. Чтобы каждый день, как заклинание, повторять «Спасибо, что ты есть».
где появлялся Максим, там все были вовлечены в орбиту его движения. В компании он любил петь, играл на мандолине, хорошо вальсировал, умело отбивал чечетку. Был всегда весел, общителен и, как обычно, в центре внимания. Молодые борцы за новую жизнь были самых разных национальностей и приехали в город из разных мест. Молодые партийцы под руководством Емельяна Ярославского выступали на митингах, переводили на якутский язык речи ораторов, писали лозунги, готовили плакаты, помогали проводить собрания, расклеивали объявления, составляли списки избирателей. Мы, горсточка сильных большевиков, должны воспитать новое поколение из якутской молодежи и создать партийную организацию. Среди молодых большевиков Якутии Максим Амосов и Платон Аюнский выделялись блестящими организаторскими способностями. Они были и лучшими ораторами, что имело громадное влияние на якутскую массу. Их яркие и красочные выступления пользовались большим успехом у слушателей. Сахаверақтағы народдеки саналаға революцияға қолбон үлелек тұстақ. Да здравствует свобода! Никогда призыв свободный такой угрозой не звучал, такой мощью не дышал, как этот клич международный. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Джингбубар кыргыгыбыт бүтер доқсун берді. Интернационалын бар жон сайдан туро. Табарыстар, жетылбаспын бүтердім. Табылынна!
их жизни было все. И первые молодежные нелегальные кружки зарождающейся национальной интеллигенции, и подпольные кружки ссыльных большевиков-ленинцев, и опьяняющие свободой первые дни февральской, и бурный круговорот Октябрьской революции 1917 года. Искрометный организаторский талант Максима Амосова и уравновешенный аналитический ум Исидора Барахова, образный склад мышления Платона Оюнского и дальновидный практический ум Степана Оржакова, спокойная рассудительность Степана Васильева. Это в их совместной работе напоминало хорошо слаженный оркестр. Это были удивительно целеустремленные и прекрасные люди, настоящие борцы, славные сыны якутского народа. 20-е годы – бурное переходное время. Якутской глубинке нужны были революционные изменения, которые касались каждого жителя Якутии. Вновь я зовом будущего внемлю, всматриваясь в горестную землю. Средний мир, что конь разгоряченный, сажей, кровью, потом отягченный. Воду пьет он беспрерывно, жадно, весь дрожит, храпит и ржет надсадно. Скачет, бьется на кругу широком, след свой стелет огненным потоком. Но сквозь дым кровавый вижу наш рассвет, все явственней, все ближе. Их ряды пополнялись единомышленниками, отважными борцами за новую Якутию. Мужество и отвага, глубокая убежденность в правоте избранного пути, умелая тактика, политическая грамотность, стратегический подход, изучение вопроса со всех сторон, умение убеждать, безудержное стремление реализовать свои идеи, неимоверное желание помочь своему народу стать равноправным с другими народами России сопутствовали выдающимся сыновьям нашего народа. Каждый из них имел свою миссию, вносил свою лепту в эту цепочку действий. Они шли и добивались одной цели, находясь в разных городах России, преодолевая препятствия, преграды ради процветания и свободы якутского народа. Артатай алата олор, ане дойдубут үрдігер, саға қамнат чытын иннигер, сардаңалақ аны ағары бұд, Күрәнәқні күрдәмні, күстәқ үләні үләләмні, қараңа олық қалбар ярын иннигер, қанна да бараммыд, қарақаммыд тоқтора, синдир болбад, сир үрдәкең. Аниядайды бұтыттан, арақсыбып бұддайын, оттақ ұлумадын санабыд, Угарьяди санабаппын. Важно именно сегодня решить вопрос об автономии. При автономии мелким национальностям даются земли, создаются свои правительственные кадры, свои административные органы. Ссылаясь на тезисы 10-го съезда Российской коммунистической партии и Декларацию прав трудящихся РСФСР, ходатайствую перед СИБ-НАЦем и СИБ-бюро ЦК РКП о немедленном предоставлении Якутской губернии прав автономной области. Территориально СССР должна включать нынешнюю Якутскую губернию, Сунтара-Алекминскую волость Иркутской губернии, населенные исключительно якутами, Охотский уезд, начиная от границы Дальнего Востока и административной и естественной границы Камчатки. Остаюсь с искренним почтением делегат Сибирского совещания туземцев от Якутской губернии Платон Алексеевич Слепцов-Аюнский.
город Омск. Когда в начале 20-х годов прошлого века возник вопрос об автономизации советской Якутии, только единство идей, забота о родном крае, непоколебимая вера в счастливое будущее родного края сделала союз Амосова, Аюнского, Барахова и Оржакова сильным и непоколебимым. Нужно всем живым силам сплотиться и работать во имя той национальной территориальной автономии, которая предоставляется трудовому якутскому народу. Пожелаю моей великой родине, Союзу Советов, дальнейшего расцвета, радостной, веселой, счастливой жизни. Неиспользованной народной энергии, непочатый край. Нужно будет только переложить силы, оставить инертность и дружными усилиями взяться за работу. От слов нужно перейти к делу. История на нас, коммунистов, возложила великие задачи. Уничтожение кабалы и угнетения, уничтожение классового неравенства и создание нового строя, без рабства, без классов. И прежде всего Якутия должна познать себя. Она должна познать свои природные и человеческие ресурсы, свою историю, свою культуру, чтобы строить новую жизнь и готовить будущее. Якутия должна знать свое прошлое и настоящее для того, чтобы найти пути к развитию производительных сил своей страны. И 27 апреля 1922 года вышло постановление Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета об установлении Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Да здравствует свободный якутский народ и автономная республика! Да здравствует СССР, Союз свободы народов России! Сергием енигер, семянын үрдігер, күн күрім отуттан, көк унар усунтан, үрігіт үтчаккыт, жон народ жолугар, жол соргу тугар, тускул бун тутаммын, туаяқты турабын. Төр-төр төрөккүт, төлкөтүн көрөккүт, ухун жол үрдігер, оғырар бердігер, үйне күт, өскө күт, удалай күйінен, уйгутун үксетен, сатанан дебинен, саргыгын әлбетен, жон народ жолугар, жол соргу тугар, күн отун көліен, күлімін көтөкпен. Уруй айқал сақачулу олаттарыгар. Уруй айқал! Слава славным сыновьям Якутии! Слава, слава, слава! Создание коммунистических союзов молодежи в Сибири шло по мере освобождения ее территории от белогвардейцев и интервентов. В декабре 1919 года Максим Амосов работал над созданием комсомольской организации в Омске. В 1920 году создал аналогичные комсомольские организации в Красноярске и в Иркутске. Впервые на огромной территории Сибири и Дальнего Востока была оформлена комсомольская организация с единым руководством. По инициативе Максима Амосова была проведена уникальная якутская комплексная экспедиция Академии наук СССР. С 1925 по 1930 годы республика стала огромным полем для организованного изучения производственных сил, антропологии, этнографии и санитарно-гигиенических условий жизни ее населения. Никогда доселе в национальных регионах страны не проводилось столь масштабных исследований, определивших вектор развития на десятилетия вперед. С именем Максима Амосова связано начало индустриализации республики.
Под его руководством в 1927 году правительством Якутской АССР был разработан генеральный план реконструкции народного хозяйства Якутской АССР на ближайшие 10-15 лет. Аммосов писал: «Ключ к экономическому возрождению Якутии находится в разрешении проблемы дорожно-транспортного строительства. С того момента, когда Якутия свяжется дешевым и скорым транспортом с сибирской железнодорожной магистралью или с морскими путями, начнется новая эра в нашем хозяйственном развитии». В 1932 году Максим Амосов направлен в Казахстан на пост первого секретаря Западно-Казахстанского обкома партии. Переживавший не лучшие времена регион уже через год под его руководством занял первое место в социалистическом соревновании между областями Казахстана. В 1934 году перед Амосовым поставлена новая задача – возглавить Карагандинский обком партии и превратить область в мощную угольную базу и плодородную житницу. И в 1935 году Карагандинская область вышла на первое место в Казахстане по урожайности зерновых. Пик своего политического взлета, последний трагический год 40-летней жизни, Максим Кирович Амосов провел в Кыргызстане. Под его руководством принята первая конституция Киргизии и начата работа по продвижению молодых местных кадров на руководящие должности в республике. Где бы ни был, Максим Кирович Амосов пронес в своем сердце беззаветную любовь к своему родному краю, к своему народу. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были,
небесах отгоряли зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Имя выдающегося государственного и общественного деятеля, яркого Максима, нынешнее поколение хранит в своей памяти. Помнит о нем и Якутия, и Казахстан, и Кыргызстан. Его имя присвоено Северо-Восточному федеральному университету. Учреждена государственная премия в области государственного строительства. В честь Аммосова названы улицы в Якутске, Бишкеке, Караганде, Мирном, Вилюйске и многих других населенных пунктах. Его имя присвоено школам, Музею истории государственности Республики Саха-Якутия и якутскому алмазу весом в 37 карат. Молодое поколение изучает историю родного края, жизнь и деятельность видных сыновей народа Саха на аммосовских чтениях. Жизнь продолжается, память остается.
Совместная история Якутии и России насчитывает почти 4 столетия. Наш северный край проделал долгий путь от места, куда ссылали неугодных, до одного из наиболее активно развивающихся регионов страны. Обретение Якутии автономии дало толчок к развитию и достижению современных высот и благополучия. Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наши души сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры, тревог и неверия царства. В этом бою я в строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Что для нас Родина? Родина – это Россия, это Якутия. Пусть слава и величие нашей Родины воплотятся в каждом из вас. Будьте достойными сыновьями и дочерьми родной республики, которая дала миру столько открытий, имен и побед. Здесь 100 дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля, и кровь моя. И это то, что я отдам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры, тревог и неверия царства. В этом бою я в строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг. Сквозь злые ветры, тревог и неверия царства. В этом бою мы в строю, мы верим в правду свою и поднимаем наш флаг своего государства. Мы поднимаем наш флаг своего государства.
советский период нельзя не отметить имена Ильи Егоровича Винокурова, Семена Захаровича Борисова, Гавриила Иосифовича Черяева, Юрия Николаевича Прокопьева. За годы их руководства зародились горная и добывающая промышленности, золотодобывающая и алмазная отрасли, развита энергетика и транспортный комплекс. Были открыты якутский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР и Якутский государственный университет. С начала 1990-х годов в Якутии осуществлялся переход к рыночной экономике в русле общероссийских процессов. В настоящее время развитие экономики республики все больше определяется разными формами собственности, воздействием рыночных регуляторов, внедрением рыночных механизмов. Новый этап в истории Якутии начался 27 сентября 1990 года, когда при активной поддержке населения республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. В октябре 1991 года был учрежден пост президента республики. Первым президентом стал Михаил Ефимович Николаев. Тогда же было изменено официальное название региона на Республика Саха-Якутия. 27 апреля 1992 года вступила в силу Конституция Республики Саха-Якутия. В период руководства второго президента Вячеслава Анатольевича Штырова с 2002 по 2010 годы активно развивалась промышленность. Были начаты масштабные работы по созданию в республике мощного кластера по добыче нефти и газа. Построены важнейшие объекты – Светлинская ГЭС и Нюрбинский горно-обогатительный комбинат. С 2010 по 2018 годы республику возглавлял Егор Афанасьевич Борисов. Под его руководством был взят курс на совершенствование инвестиционной политики, создание институтов развития, было начато строительство газопровода «Сила Сибири» и якутской ГРЭС-2. Создавались первые территории опережающего развития. С 2018 года главой Якутии является Айсен Сергеевич Николаев. Сегодня Якутия – современный, активно развивающийся регион, сохраняющий свой уникальный уклад жизни и первозданную природу. Несмотря на впечатляющие темпы промышленного и инфраструктурного развития республики, ее жители не забывают о своих корнях, черпая силу в культуре и традициях. Дорогой, заложенной выдающимися представителями народа Саха, молодежь Якутии идет к возрождению, к взлету новых захватывающих дел и новых побед во благо родной республики и всей страны. Великий поэт, мыслитель Платон Алексеевич Уюнский в своей правительской работе «Столетний план» видел счастливое будущее своего народа. И мы, представители 35 улусов и округов Республики Саха-Якутия и столицы Республики города Якутска, написали новый «Столетний план Якутии». Мы намерены жить и трудиться каждый день для его воплощения на благо родной Якутии. Мы уверены, через 100 лет единый и сплоченный многонациональный народ Якутии будет жить в гармонии с миром и природой.
И жители Якутии в 2122 году напишут новый столетний план развития республики на следующие 100 лет. Да будет Якутия 2122 процветающей и счастливой. Пусть наш общий созидательный труд и забота о родном крае сделают Россию сильной и непобедимой страной. Стремитесь достигать высшей планки в труде, в общении, в воспитании будущих поколений.
айқал! Уруй айқал! Уруй туско! Айқал мечіл! Айқал мечель! 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства Уруй Айхал! Слава! Слава! Ура! Столетию образования ЯССР Уруй Айхал! Слава! Ура! 125-летию Максима Кировича Амосова Уруй! Айхал! Слава! Ура! Дорогие друзья, на этом торжественное мероприятие, посвященное 125-летию